Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Этот мужчина вам хочет что-то сказать. Узнайте, что и кто он такой. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, о своем окружении. Мысленно либо вслух задайте вот такой вопрос. Какой мужчина желает со мной поговорить и о чем? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую полезную и самую нужную информацию. Давайте же посмотрим, кто же так вам пробивается и кто желает вам что-то сказать. Так, ну тут однозначно очень сильно влюбленный в вас мужчина желает вам признаться в своих чувствах, в своих эмоциях. Вот он, смотрите, стоит перед вами на коленях и дает вам чашу своей любви, да, свое сердце вам передает. Это человек о вас мечтает, он засыпает и просыпается с вашим именем на устах. Он говорит с вами, он обожает вас, он для вас даже может что-то покупать. Представляете, вот прям для вас, да, вот идет он где-нибудь по торговому центру, либо где-то вот в магазине, видит какой-нибудь красивый там, не знаю, браслетик, шарфик, украшенница какой-нибудь, и он думает, как бы хорошо, да, это все выглядело на моей там дорогой любимой звездочке, и он покупает. Представляете, у него даже может быть целый уже, я не знаю, там складик маленький собрался с такими покупочками. Этот человек вам в своих чувствах еще не признался. Но он собирается. Знаете, очень сильно боится получить от вас отказ. Вы для него богиня, вы для него небожитель. А он ведь, понимаете, простой смертный и очень сильно боится, что вы даже на него и не посмотрите. Вы с этим человеком общаетесь. По крайней мере, я вижу, что у него воспоминания об вашем общении есть. И он всегда проигрывает эти воспоминания, что да, надо было бы, вот видите, по вот этой картинке, что мне нужно было то сказать, либо намекнуть, либо как-то ее позвать куда-то, пригласить, сказать о своих чувствах, как-то себя проявить, да, и каждый раз вот он задним числом это все проигрывает. 100%, когда вы встречаетесь, он ведет себя так, знаете, такой, знаете, с каменным лицом, непробиваемый. По его лицу вообще невозможно понять, какое у него настроение, и уж не то, что там он к вам чувствует, есть ли чувство у него к вам. А этот человек, он с вами приблизительно одного возраста, плюс-минус там может быть несколько лет. Но разница вообще несущественная. У кого-то даже в месяцах разница может быть. Этот мужчина, темные волосы, такой, знаете, темный блонд, да, как темные русы, да, как это правильно называется. И у него глаза тоже вот какие-то, карие, либо янтарные. Этот человек, он такой, знаете, одиночка, да, скорее, он молчун, он бурчун, и если вы с ним вместе работаете, потому что такая возможность и вероятность есть, этот человек, он не компанейский, понимаете, он не компанейский, он где-то там сам себе сидит, может быть, там несколько людей, коллег, с кем он общается, но не более того. С вами общения либо практически нет, либо оно настолько какое-то вот прям ограниченное вот идет, да, может быть, это, кстати, ваш какой-то сосед, с которым вы там иногда здороваетесь, в лифте вместе ездите. Но мужчина, когда он видит вас, он впадает в оцепенение, его просто парализует, у него язык к небу прилипает, и он ничего не может ни сказать, ни сделать. Он просто как рыбка, да, смотрит на вас, пытается вас просто, я не знаю, там сразу срисовать, сфотографировать, чтобы этот образ у него там остался, чтобы прийти домой, расслабиться и всю ночь смаковать ваш образ. Как вы выглядели, как вы пахли, какая была на вас одежда. Слушайте, но он мысленно вас всегда одевает и раздевает. Вот поверьте, вот это его грешок, который вот прямо на первое место выходит. Человек достаточно зажат, причем, знаете, он может жить один, а может жить, например, там с родителями, там с мамой, я не знаю, с папой, может быть, с кем-то вот, может даже с кем-то из родственников, может даже с кем-то, я не знаю, если дети там, например, взрослые, да, с взрослым ребенком может жить. Но он одинокий, у него я не вижу тут жены, либо
если даже и есть, то там либо уже все, полный разрыв, разлад, развод, либо они как, ну, я не знаю, друзья, соседи, как это называется. Здесь как бы человек очень себя по жизни чувствует одиноким. Он, скорее всего, и сам себе кушать готовит, сам за собой ухаживает. То есть ну, абсолютно такая автономная единица, скажем так. Он не нуждается ни в ком. Нуждается он в теплоте, нуждается он в любви, нуждается он в том, чтобы его согрели. Очень хочется, но не может. Он так боится, очень сильно боится. Отказа боится и боится к вам приблизиться. Знаете, вот в этом песке вот вышла его основная цель и идея. Вот ему вот хотелось бы, чтобы вы были, я не знаю, там, может быть, средние века, чтобы вы были какая-то принцесса, да, а он прекрасный рыцарь, да, без страха и упрека, который бы вас добивался, который бы там, не знаю, убил 1001 дракона, склонил колено перед вами, сделал бы вам предложение, и вы вот благородному бы рыцарю отдали бы свою руку и сердце. Он мечтатель, он романтик. Желал бы он сказать, конечно же, что любит вас, что желает вас, что вы самое прекрасное создание в этом мире, и что он вами живет. Он, кстати, может даже стихи для вас сочинять, он даже может песни для вас сочинять. Но это все остается где-то у него дома, в его голове, либо в его каких-то записях. Когда видит вас, все, полный ступор. Полное отчуждение. Вот смотрите, как узнать этого человека. Я вам описание дала, а также вы можете узнать его по его поведению. Тот человек, который притворяется прям кирпичом, камнем бесчувственным, вот это он. Человек, смотрите, может общаться, там, с кем-то говорить, там, что-то обсуждать. Да? Он, например, вы заходите, и он раз и замер. Замер, как суслик такой, знаете, и стоит. Не шевелится, одни глаза лупают. Вы с ним здороваетесь, он так, ну, головой там кивнул, и все. Вот это он. Вот этот человек вас любит. Вот этот человек о вас мечтает и вас желает. У него в голове сова. Понимаете, у него слишком много каких-то, может быть, страхов, неуверенности в себе, неуверенности в том, что он вообще там достоин любви, что он кому-то нужен. Он себя очень критически рассматривает, что я там, может быть, там, не красавчик, да, там, не состоятельный, не богач, не там, интеллектуал. То есть он критично к себе относится. Этот человек не пустой, да, у него есть наполненность, но при этом, видите, как не может побороть себя. Знаете, вот он не пьющий, либо он не пьющий совсем, либо вот его предел, я не знаю, там, ну, максимум 2 бутылочки пива, да, больше он и ему и невкусно, да, он не любит шумные компании, он не любит, когда там посиделки всякие. Ему хорошо, когда есть теплая компания, где можно посидеть, где можно помолчать, за жизнь поговорить, может там песню возле костра. Кстати, любит походы спеть, не знаю, там грибы, кстати, любит собирать. То есть мужчина очень такой положительный. Положительный. Ну, кстати, собака есть. Либо он мечтает о собаке, либо собака у него есть. Вот. И этот человек, вот как бы его либо обидели, вот прошлые какие-то отношения, либо он вообще так и не решился на то, чтобы войти в отношения. Может быть, действительно долго он жил с кем-то из родных, да, с мамой долго жил, либо какой-то брак у него был слишком, например, там ранний, да, когда люди просто вот там по глупости, да, там девушка забеременела, и он как порядочный человек там женился, а на самом деле там ни особых любви, ни чувств не было. Люди как бы друг другу немножечко жизнь попортили, да, и разошлись каждой своей дорогой. То есть этот человек, он любит вас, он любит своих, например, родителей, если есть дети, ребенка любит. Я просто не могу понять, вот 2 человека, кого он очень любит, это могут быть и родители его, может быть, например, кто-то из родителей, и, например, ребенок, и собака. Вот собака тоже очень важна в его жизни. Либо он очень мечтает об этой собаке, либо она есть. Да. И любит, конечно же, больше всего он вас, потому что вы вот в центре, вот эта картина, когда он на коленях пытается вам признаться. Мужчина романтик. Мужчина, конечно, тут вам стих, наверное, написал. Честно, я не могу передать всех этих чувств и эмоций. У него в голове только одно. Да, вот видите, это он
такой вот у нас растерзанный, и в голове у него одна дорога к вам, к тому, чтобы вот такое признание сделать. Знаете, он каждый раз думает, может мне написать ей письмо какое-то анонимное подкинуть, может быть мне там все-таки решиться подойти признаться, может быть кого-то попросить, да, чтобы там люди... Ну, я не знаю, там разузнали, нравлюсь, не нравлюсь. То есть 1001 идея. Но когда приходит до реализации, доходит, вернее, до реализации, он теряется. Теряется, ему становится страшно, и он думает, да нет, не надо, не надо все портить, пусть все идет как идет. Будет ли этот человек действовать? На ближайшее время, скорее всего, нет. Но есть тут такой момент надрыва у него идет, надрыва, что он может прямо вот в один момент... Я не знаю, то ли у вас может быть какой-то поклонник появиться, то ли может быть какой-то будет, если вы, например, вместе работаете, да, какой-то, например, праздник у вас будет, и кто-то может за вами ухаживать. Либо вот если вы там соседи, да, у вас появится поклонник, который вот вас будет там провожать, например, да, кто-то вас проводит. Либо действительно человек там зайдет в вашу жизнь. Вот он может очень сильно приревновать, и он может тогда только проявиться. Причем проявление будет какое-то такое, знаете, фееричное, да, вот вплоть до того, что он там придет, позвонит вам в дверь, скажет: я вас люблю, вот вам цветы, пойдемте там со мной на свидание. Либо на работе там может там подскочить к вам, сказать, что ты мне очень давно нравишься, я там о тебе мечтаю, пожалуйста, не отвергай меня, выслушай, давай потом встретимся, поговорим. То есть может проявить себя вообще, вот прям сорваться, да, как будто бы он сорвался и такой говорит, будь что будет, да, я больше не буду молчать, я буду проявляться. Но эта ситуация, это не ближайшее время, это где-то вот, может быть, месяца через 2-3 месяца может такая ситуация повториться. Поэтому, мои дорогие, знайте, что вот он, мужчина, любит вас, думает о вас, мечтает о вас, желает вам признаться, но не хватает у него душевных силенок, чтобы наконец-таки побороть свои страхи, свои зажимы и сказать о своих чувствах и своих эмоциях. Итак, мои дорогие, отсыпочка моя на этом закончена. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.